Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас очередной обзор, и вот почему-то мне захотелось показать вам очередную темную колоду. Называется она Черный гримуар Таро Некромикон. Так, сейчас вот это. Такая коробочка. Это издание Авалон Лос Карабео. Русскоязычная, ну, по крайней мере, коробочка, но вся колода у меня на 4 языках, как обычно: английский, итальянский и не помню еще какие. Это, в принципе, нам не важно. К ней идет такая МБК, как обычно, на 5 языках: английский, итальянский, испанский, французский, немецкий. Тут, как обычно, краткое описание каждой карты на разных языках и какой-то там маленький раскладик. Не знаю, я ей даже не пользовалась, так как не переводила. В сети есть МБК. В колоде идут вот такие, по крайней мере, у меня шли вот такие карты-бланки, да, или рекламные карты. Вот и одна бланка. В некоторых раскладах, особенно магических раскладах, бланка она нужна. Поэтому ничего не выкидываем, если вдруг кому-то это будет нужно. Итак, сейчас покажу вам. Вот такая у нее рубашка, красивая. Обратите внимание. Качество, ну, как у всех лоско-карабеевских колод. Итак, сейчас буду, как обычно, показывать каждую карту. И гримуар это у нас магическая книга, да, с какими-либо магическими обрядами. А Некромикон это книга мертвых. И поэтому таро так и называется: Черный гримуар Таро Некромикон. Некромикон. Рисунки, сразу говорю, не очень так, чтобы приятные были, но колода очень хорошая, очень говорящая, прям супер иногда показывает. Я очень ее люблю и очень довольна. Давайте сначала будем идти, как обычно, у нас это шут. Старшие арканы, как обычно, сначала покажу, а потом младшие. Это маг, сидит, да, с какой-то магической книгой, записывает, видимо, ритуал. Жрица, императрица, император, иерофант или жрец, влюбленные, колесница, правосудие, отшельник, колесо фортуны, сила. Обратите внимание, да, на рисунке поближе. Колода, соответственно, вся в темных тонах, повешенный. Это у нас что? Смерть. Какие-то прям врата. Такое ощущение, что либо в рай, либо в ад. Тут непонятно. Так, это умеренность. Смотрите, какие рисунки. Дьявол. Тоже тут какой-то необычный дьявол, да? Не то, что прям соблазнитель, а именно вот какая-то такая натура его темная, некрасивая, неприятная. Башня. Звезда или звезды тут она называется. Луна, полнолуние. Солнце. Тоже обратите внимание на рисунки, прям говорящие.
Страшный суд. Поближе. Мир. Итак, теперь у нас идут младшие арканы. Начинается все с пентаклей. И как у меня, по крайней мере, так сложилось. Смотрите, каждый туз у нас какая-либо магическая книга. Вот, обратите внимание. Я вам сейчас забегаю вперед, просто покажу, чтобы вы видели. Так, сразу 4 туза, чтобы вы просто обратили внимание. Четыре абсолютно разных гримуара. Посмотрите. Это у нас 4 туза в колоде. Так, собрала всю колоду обратно. Давайте туз пентаклей заново, чтобы не путать вас. Двойка пентаклей. Тройка. Кого он рисует? Четверка. Пятерка пентаклей. Шестерка пентаклей. Ну, по классике, да, видно. Семерка пентаклей. Восьмерочка пентаклей. Тоже классика. Девятка пентаклей. Десятка. Это у нас, да, правильно, паж пентаклей. Я иногда путаю пажей и рыцарей. Рыцарь пентаклей. Королева и король пентаклей. Вот они. Так. Теперь у нас идут мечи. Вот опять же, да, туз мечей, уже совсем другой гримуар. Туз мечей. Двойка мечей. Тройка мечей. Четверка мечей. Пятерка мечей. Шестерочка мечей. Семерка мечей. Восьмерка мечей. Девятка мечей. Десятка мечей. Паж мечей. Всадник. И сейчас король и королева мечей. Тоже вот посмотрите на эту парочку. Вот такие они красавцы. Дальше что у меня? Кубки. Опять смотрите, туз кубков, новый гримуар. Совсем другой. Двоечка кубков. Троечка. Четверка. Пятерка кубков. Шестерочка кубков. Семерка. Восьмерка кубков. Девятка кубков. Десяточка кубков тоже летит. Как по мне, так летит. Некоторые говорят, падает. Но, как по мне, это летящая девушка. Паж кубков. Всадник кубков. Ну, рыцарь, да. И король и королева. Сейчас тоже их пары покажу. Тоже красивые. Мне кажется, они вот именно кубки здесь. Эта пара самая такая, какая-то более с человеческими лицами. Такая уже более, что ли,
красивые они. Я всех называю красавцами, но для меня колода вообще хороша. Итак, последняя масть у нас жезла и совсем другой опять туз, опять другой гримуар. Видно, что огонь, да, пылающий такой, свечи. И двоечка жезлов, троечка жезлов, четверочка, пятерка жезлов, шестерка жезлов, семерка, восьмерочка, девятка жезлов, десятка жезлов, паж жезлов, всадник, рыцарь жезлов и король и королева, тоже такие прям прекрасная красивая парочка. Поближе вам поднесу. Вот такая прекрасная колода, несмотря на то, что все-таки изображения неприятные, когда кто-то первый раз смотрит. Но как бы то ни было, колода очень говорящая, особенно какие-то психологические страхи, что-нибудь, такие какие-то эмоции. Она прям хорошо вытаскивает, хорошо все показывает. Вот такая у нас очередная колода, дорогие мои. Я вам желаю самое главное здоровья. Любите, берегите, балуйте, цените себя. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Кто-то, я помню, я выкладывала до этого тоже темное таро Бафомета. Мне там оставили комментарий с вопросом, сатанист ли я. Ну, не знаю. Я думаю, что не сатанист. Я не думаю, что человек, который просто пользуется темными колодами, можно назвать сатанистом. Вот поэтому, кто понимает, колода хорошая. Кто не понимает, ну, у каждого свое мнение. Всем пока, до встречи.